Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Аллах Та'аля в Коране говорит, что перед Всевышним есть 12 месяцев. И среди этих 12 месяцев есть 4 месяца, которые выделил сам Всевышний Аллах Та'аля. И эти месяцы выделяются тем, что Аллах Та'аля сделал запретным все плохое. И Аллах Та'аля вознаграждает еще большими благами то доброе и благое, которое мы делаем в эти месяцы. И вот один из месяцев мы с вами застали. Про него как раз пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в своем обращении ко Всевышнему Аллаху Та'аля как раз и упоминал. Аллахумма барик лана фи раджаб ва ша'бан ва баллигна рамазан. О Аллах Та'аля, благослови нас, сделай благословенными для нас, то есть заполненными добрыми деяниями месяц Раджаб и Ша'бан, и удостой нас чести увидеть, почувствовать, лицезреть и заполнить постами и добрыми деяниями месяц Рамазан. Месяц Раджаб. Раджаб тот месяц, который считается вообще месяцем Всевышнего Аллаха Та'аля. В хадисе пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, говорится, что Раджаб – это месяц Аллаха Та'аля. Ша'бан – это месяц пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. А Рамазан – это месяц уммы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. В одном из хадисов пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, упоминается о том, что к нему пришел человек и спросил, какими добрыми, благими деяниями он может приблизиться к довольству Всевышнего Аллаха Та'аля. Здесь идет речь о дополнительных благих деяниях. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, рассказал ему о дополнительных постах и о дополнительных молитвах. Этот человек настолько яро стал поклоняться и поститься, что каждый день он постился и каждую ночь он выстаивал в молитвах. И он был настолько истощен этим огромным количеством поклонений, дополнительного поклонения, что в один из моментов, когда он присутствовал в обществе пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, даже его не узнал. И когда он сказал причину своего истощения, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, его поправил. Он сказал, что порой хватает только выделить начало месяца, середину и конец, выделить благословенные месяцы, которые выделил сам Всевышний Аллах Та'аля, добрыми деяниями выделить эти месяцы. И Аллах Та'аля запишет ровно столько, сколько бы ты постился каждый день. Этот месяц, месяц Раджаб, он известен благодатью. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит, что месяц Раджаб – это месяц посевов, когда мы максимально должны посеять зерна добра. Например, посеять зерна садака, зерна ночных молитв, зерна поклонений, постов, зерна уважения и почтения пожилым и так далее, и так далее. Все добрые зерна, добрые деяния мы должны посеять максимально. Месяц Ша'бан – месяц поливов, то есть укрепление этих посевов, то есть стараться выполнять их еще больше. А уже месяц Рамазан – это тот месяц, когда мы уже пожинаем плоды того, что мы сделали до этого, того, что мы посадили до этого. В одном из изречений пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из хадисов как раз тоже описывается о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, проходил мимо одного кладбища. И, остановившись посередине этого кладбища, горько заплакал. Его ученики, сахабы, спросили: «Я Расулаллах, о пророк Аллаха, в чем причина твоих слез?» И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, что он слышит, как наказываются те обитатели могил, которые похоронены на этом кладбище. Они верующие, они читали намаз, но получают наказание могилы, в могилах своих. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Я алейта, о, если бы эти люди выделили бы месяц Раджаб своими поклонениями, о, если бы они сделали еще больше
поклонений, продержали пост, дополнительный пост месяц Раджаб, то их наказание не было бы настолько горьким, настолько тяжелым. Так вот, дорогие друзья, давайте постараемся заполнить этот месяц, которого пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ждал с нетерпением, которого пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сам и также советовал заполнять добрыми деяниями своим ученикам. Этот месяц, благостный месяц. О нем поведал нам Всевышний Аллах Тааля в Коране. Так давайте же этот месяц, который был определен месяцем Аллаха Тааля, заполним добрыми, искренними деяниями. И знаете, что этот месяц Всевышнего, и Аллах Тааля щедрейший, и Он каждого из нас наградит своей щедростью безмерно. Аллах верса, иншаллах. Аллах Тааля пусть примет добрые деяния каждого из нас, и пусть эти добрые деяния радуют нас, как в этом, так в следующем мире, когда мы предстанем перед Создателем миров. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.